сколько будет длиться? Ну, ну, недолго. Нет. Да. Нет, ну, полчаса максимум. Так что... Слушай, я звоню форсата что Ha? Когда? Şu fırsatı hem de çok izlemiş. Ну, у нас очень жалхана провожатый просто нет. И не может быть. Серьезно. Между нашими братскими республиками не должно быть никаких провокаций даже на информационном уровне. Да. Как вам Южная Сибирь? Да. Не первый раз. А, вы не первый раз. Ну, тоже родина дружбы, между прочим. Не думаете? Разный министр иностранных дел. Да, я читала перед пресс-конференцией. Протокол президента возглавлял. Так что с президентом тоже приезжал. А, вы приезжали с президентом? С Хаджингом. На 25-летие. Чуть заранее подождем. А как вы совмещаете культуру, В прошлом Человек разносторонний. помогает. А где вам больше нравится? Знаете, Вот провокационный наверное, вопрос. ну, сложно сказать, абсолютно разные направления, но то, что есть сегодня, это прям такая школа жизни. Да, очень. И культура, она многогранная. Культура, она, да, вмещает все. Так что, и, между прочим, самый сложный участок сейчас. Ну, все же народные, да? Как минимум заслуженные. Да, Попробуй с ним. народ такой. Как и Она везде. нахет разу. Народ как везде. Все хотят денег. Она главное понимает. Правильно. Внимание, деньги. Либо изречь. На вашем офисе. А, ты не идешь. Низкая. Кеше ты нахет. А. Хаски. Ну, готовы. Даже Миша. Низкий столбик. Смотрим, радио учились. У нас вот прямой эфир будет, у нас видео, трансляция на радио. Короче, весь мир будет знать. Ну, а почему? Как будто к нам каждый день приезжают. Ты не должен. Мне рада Филипп Иванович много Ты хочешь в бастийском костюме ходить? Боевая девочка. Очень, да. Креативная, очень энергичная. Рада Филипповна до культуры, она была тоже нашей коллегой. Да. Ой, столько интересного. Она же возглавляла телевидение. Она телевидение возглавляла, да. Так же, как и я не думал, что когда-то попадет. И все еще. Культура. Дело серьезное, ответственное. Так, одну секунду. Просто Orada üç oyuncu falan da organizasyon çıkarsanmış. интересно, как так получилось. Дорогу не знаю. Знаю Нет, они дорогу. уже поднимаются, они Да. подъехали. Нашел? Откинула, что здесь. Да, мы
настроен, но во всяком случае. Слушай, я честно. Смотри, эти Ничего. Как вы? Филипповна на заседании правительства. ну, как минимум, потому что тут там много, а тут единственное, каждый просто Ну все, прямой эфир ушел. Как? Да. Будет, будет. Аслан, возьми ножик, если По принципу вопроса. Так близко, ребята. Алексей, вас что-то смущает? Не, нормально. Чуть-чуть близко просто эти камеры стоят. Я думал, чуть назад будет. Нормально, нормально. Можете сказать что-нибудь, пожалуйста? Да, пожалуйста, говорю. Отлично. Да. Все слышно? Все отлично. Можно. Покажи еще. А вот так они. Все, мы готовы. Можно. Добрый день, коллеги, дамы и господа. Приветствую вас на пресс-конференции информационного агентства «Спутник Южной Осетии», посвященной проведению Дней абхазской культуры в Южной Осетии. В гостях пресс-центра министр культуры Абхазии Даур Ковым. Рада вас приветствовать и спасибо, что нашли время в вашем плотном графике и посетили нашу пресс-конференцию. И, Даур Владимирович, вы не впервые посещаете Южную Осетию, но впервые в рамках Дней абхазской культуры. Расскажите, кто был инициатором этого интересного проекта и насколько важно проводить подобные мероприятия? Да, добрый день. В первую очередь большое спасибо за приглашение к нам в студию. Это действительно не первый раз. Я часто приезжал в Цхинвал и хочу сказать, что всегда чувствую себя здесь как дома, потому что всегда нахожусь в окружении родных и близких людей. Вот. Что касается проведения Дней культуры в Республике Абхазия, в Республике Южная Осетия, скажу так, это совместная наша идея была с министром культуры Южной Осетии, с уважаемой Радой Филипповной. И я об этом говорил, и с удовольствием повторюсь. Я безумно счастлив, что сегодня министром культуры является именно такой человек, который делает все
соответственно, и с момента обсуждения этой идеи до момента ее реализации, хочу сказать, прошло, наверное, месяца полтора. Я думаю, это очень быстро, и вот сегодня у нас есть возможность представить Братской Республику частичку нашей культуры. На ваш взгляд, вот какие мероприятия в рамках Дня абхазской культуры пришлись по душе осетинскому зрителю? Сложно мне оценивать, наверное, это сам зритель, сами жители и граждане Южной Осетии дадут оценку нашим коллективам, которые здесь представляют свою программу. Открыто у нас было представлено показом спектакля «Третий день войны», это Государственный молодежный театр. Вот. И сегодня на закрытии Дней культуры у нас будут выступать наши эстрадные певцы и, соответственно, наш государственный ансамбль песни и танцы. Единственное, конечно, о чем мы думаем, мы говорили об этом с коллегой, очень мало дней. Вот. И мы планируем, думаем над тем, чтобы привести коллективы даже вне рамок Дней культуры, вот, привести, чтобы была возможность поездить по районам республики, дабы жители все могли увидеть вот частичку нашей культуры. Вы уже это обсуждали с министром Мы культуры? предварительно говорили с ней об этом, да, мы предварительно говорили. Хочу сказать, забегая немножко вперед, что у нас есть как бы много планов, которые мы обсуждаем, потому что этот год, как для Абхазии, так и для Южной Осетии, он юбилейный, проходит ряд мероприятий, будут проходить в рамках этих юбилейных годов. Ну вот и думаем, как нам сделать даже ряд совместных мероприятий. Вчера вы сказали, что состоялся показ спектакля «Третий день войны», и, наверное, этот спектакль был выбран не случайно. Можно подробнее об этом сказать? Да, на самом деле спектакль достаточно тяжелый, эмоциональный. И почему мы сделали выбор именно на этой постановке, на этом спектакле? Мы сегодня, наши страны, наши народы, слава Богу, движемся вперед, у нас идет развитие. Вот. И я все-таки думаю, что забывать ту историю, которая была, мы не вправе. И мы должны сделать так, чтобы эта история, конечно же, не повторилась, но молодое поколение должно знать, должно помнить. Поэтому мы посчитали как-то достаточно символично, вот именно в этот год, это и год признания независимости наших республик. В Абхазии мы отмечаем 30 лет со Дня Победы. Вот поэтому посчитали, что это спектакль, это фактически наша история. Как вчера было сказано, если просто взять этот спектакль, перевести на осетинский язык, вот будет та же самая история, с которой мы, к сожалению, все сталкиваемся. Вы уже договорились об ответном визите южных? Да. Расскажите. У нас есть тоже предварительные договоренности. Мы планируем, наверное, ориентировочно в конце мая, в начале июня будем ждать наши братские коллективы уже в Абхазии вот, для проведения Дней культуры Республики Южная Осетия в Абхазии. Вы упомянули, что вы готовите также совместные мероприятия к 15-летию признания независимости Республики Абхазия, Республики Южная Осетия, Российской Федерации. На самом деле это знаковое событие. Наши народы к этому шли очень давно. Можете открыть завесу тайны и рассказать об этом? Да, идея такая есть, и мы вчера обсуждали, вот у нас будет возможность еще обсудить более подробно. Идея заключается в том, чтобы сделать какое-то совместное мероприятие. Пока не могу однозначно сказать, что это будет, в каком это будет виде, будет ли это танцевальный коллектив, будет ли это там, вокальная история, дети. Посмотрим, мы сейчас думаем над тем, какую такую изюминку красивую подать нашим народам. Но я уверен, что получится красиво и очень интересно. Не сомневаюсь в этом, да, Владимир. Учитывая, что мы живем в
театр и телевидение, театры и национальная культура отходят для молодежи на второй план. Каково ваше видение на вопрос популяризации культуры, в которой заложена наша национальная идентичность? Знаете, я бы не говорил совсем критично, что сегодня культура отходит на второй план. Да, абсолютно с вами согласен. В век интернета, конечно, у молодых людей, может быть, немного смещаются интересы, делаются акценты на другие вещи, но культура, вы правильно отметили, культура — это то, где заложен наш генетический код. И посредством и наших танцев, и наших народных песен, и тех же самых спектаклей, это все, что из поколения в поколение передает нашу культуру, наши традиции, наш быт. Поэтому я уверен, что именно посредством культурных мероприятий, посредством реализации разного рода мероприятий, молодые люди как раз и будут втягиваться. У нас, я вот вчера обратил внимание на спектакле, в зале было достаточное количество молодых ребят, которые с интересом смотрели, и на концерте нашего госансамбля было очень много молодых ребят. То есть это вселяет надежду, что у молодых все-таки есть желание, стремление и интерес видеть все это. Спасибо. Коллеги, может, вопросы? Да, пожалуйста. По каким направлениям будет развиваться сотрудничество между Южной Осетией и Абхазией в сфере культуры? По всем. Вы знаете, спасибо за вопрос. На самом деле мы с Радой Филипповной тоже обсуждали эти темы. У нас сегодня мы будем развивать направления, связанные и с вокалом, и с хореографией. Вот здесь прекрасный ансамбль, здесь прекрасные коллективы, которые исполняют народные песни. Вот здесь есть детские коллективы. И одно из интересных направлений, которое для нас оно новое, вот, и я думаю, для Южной Осетии мы постараемся подумать, как нам надо это направление развивать, это сфера кинематографа. Вот, мы подумаем, может быть, о возможности создания некого совместного фильма. Ну, вот есть такие мысли. Посмотрим, как у нас это получится. Спасибо. Коллеги, вопросы есть еще? Я коротенький задам. Уже известно, какой репертуар привезут из Южной Осетии в Абхазию? Пока нет, пока обсуждается. Дарвай Димович, вы уже попробовали наши осетинские пироги? Я не сомневаюсь, что Рада Филипповна вас уже угостила. Что вам больше нравится из национальной кухни? Знаете, очень вкусно, особенно когда все это готовят с душой, когда это преподносят как родным, дорогим братьям, эта еда, она становится вдвойне вкуснее. И я вам хочу сказать, когда приезжаешь в Южную Осетию на несколько дней, а потом уезжаешь, это всегда плюс энное количество килограммов, по-другому не получается. На самом деле великолепная кухня. Я хочу сказать, я вчера тоже коллегам рассказывал, очень нравится домашнее осетинское пиво. Нигде подобного я просто не встречал, и я думаю, ни у кого такого просто божественного напитка его нет. Я во многих странах бывал, пробовал национальные и блюда, и напитки, но вот с чем сравнить осетинское пиво, я не знаю. Это что-то божественное. Да, согласна. А вот расскажите, какая культурно-развлекательная программа вас ждет или совсем нет времени? Вы знаете, в этот раз, вот, я говорю, у нас так получилось, что мы приехали практически 2 дня. И эти 2 дня график у нас только плотный, это и встречи, и обсуждения, и, соответственно, открытие, сегодня закрытие. Поэтому, в принципе, мы, как бы, что касается поездок куда-то на юг и так далее, сейчас у нас это не запланировано, но, так как я не первый раз, в принципе, в Южной Осетии, хочу сказать, что в разное время я побывал практически, наверное, во всех уголках красивой страны, но вот сегодня даже я видел маленький
А мы вам поможем. С удовольствием. Ну что ж, коллеги, если нет вопросов, мы завершаем пресс-конференцию. Наше спасибо, что нашли время и посетили наше мероприятие. И удачи и до новых встреч. Спасибо большое. Все, вырубай. Вот это. Тут еще интересно.